ребят, там наш столик на берегу. Вон он, немножко виден. Съездил я домой, там пробыл 2 дня. За эти 2 дня очень много чего поменялось. Это добрые люди уже спилили. Ну, когда спускался, уже тут было спилено. А первый раз, когда поднимался, еще мы проскочили. Я с ним встретился, в принципе, они ехали. Но, говорит, мы домой приехали, а у нас редуктор лопнуло, и масло все вытекло. Вы даже не представляете, как я люблю эту пору, вот именно эту пору. Когда пар идет, когда холодно, когда уже мерзнут руки, нету комаров. 11 число, смотрю на улицу. На улице пасмурно, сыро и дожди. Ребят, вот мы вчера приехали, и ну, с вечера, вот, я не знаю, на 9 часов вечера, как начался вот этот дождь, и до сих пор. Сейчас хоть немножко успокоился, потому что с утра он там прям от этого бачка, он прям вот на огород ручьем шло все. Короче, погода вот такая дождливая. Но это хорошо, это нас радует, потому что, как вы видели, дорога трудная по Таежной реке, воды мало, и будем надеяться, что вода поднимется и легче будет нам подниматься. Сегодня отдыхаем, завтра отдыхаем, послезавтра, думаю, снова поедем в тайгу. Пошли. Где собака? А я сам не видел. Он там отпустил ее. Ждал, где
я нафиг. И поехал. Гуляет опять. Нет, не гуляй, я потом бежала. А я сейчас обойду, да, и домой надо ехать. Или на один день только приехал? Да, я за вперед. Господин где? А, там, кому не... В лесу. А это чья лодка? А это чья лодка? Сергея? Новая? Да. 6 метров. Продай, пока он в лесу, продай. На дугды. Чего? Грязи. На дугды. Тулан. А ты что? А, рябчика. Рябчик? А медведя? Медведей нет. Нету? Да. Как-то по в конце лета на начало осени там приходили, потому что они насрали рябина желтого цвета еще, не спелая. А сейчас ушли, видать. Рудик, наверное, всех разогнал. Рудик поднялся кому-то. Коммуну? Тоже металлист. А вот это Сергея. Ну, блин, целая бригада. Я думал подняться, да. И я в город, я с ребенком. Ладно, Лешка, поеду я. Если бы знал, дома, я бы сразу... Как заморозку ударят, я приеду. Пока не надоест, я там побуду еще. А? Ну пока. Там наш столик на берегу. Вон он, немножко виден. Стоит. Вот так вот. Многие уже писали мне и привет передавали, что за столом сидели, отдыхали. Так что не зря мы это установили. На красивом, самом красивом месте. Всем привет от Олега. Вы находитесь на канале На природе в Коми. Кто не подписан, обязательно подпишитесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои сериалы. Сегодня у нас продолжение похода нашего. Охота на глухаря, так скажем. Съездил я домой. Там пробыл 2 дня. За эти 2 дня очень много чего поменялось. Это у нас шел сутки, целые сутки дождь. И уровень воды на глазах поднимается. Уже примерно сантиметров 15-20 воды уже поднялось. И сегодня намного легче ехать. Отпустил Тулана. Бегает. Здесь мы перекурим. Я немножко подостыл. Надо немножко погреться. И дальше будем идти на нашу вторую избу. По пути встречались, сколько там? 2 утки и еще партия там была штук 6. Взлетели и улетели. Вот. Больше я ничего пока не видел. Встретил знакомого, пообщались, немножко поснимал. Надеюсь, еще получилось, все в кадре.
Вон там рыба плещется, хариус. Надеюсь, видно. Это хариус, ребят. И не мелкий, прямо возле берега. Много следов выдры. Вот они, следы выдры. Вот. Это следы выдры. И самое главное, вон как плещется у меня. Что-то вообще. Так. Причалил? Ага. Да. Ну, я немножко поброжу тут. Буквально минут 10. Сейчас, если спиннингом здесь покидать, уверен, этот хариус возьмет. Вот. Самое главное сегодня погода, вон как солнечно. И завтра уже будет дождь. Послезавтра не такая терпимая тоже погода. До середины дня, скажем, дождя нету. Уже вечером опять дождь начнется и несколько дней дожди. Как сказать. Ну, в принципе, будем надеяться, что погода не подведет. Хотя бы недельку нам еще. Просто хочется от души еще поохотиться, нагуляться. Что будет, как будет, буду снимать, показывать. Основное. Вот. Ну, что, поехали дальше. Мы сейчас немножко перекурим и поедем. Вон как витамины себе, лекарства ищет. Вот, выбирает траву и ест. Видите, как корова в натуре. И каждый поход, каждый раз. Вот так. Сегодня самая главная погода отличная. Когда идет дождь, неприятно ехать. Надо укрываться. Все это дело. Вот так вот. Мы уже выше первой избы поднялись. Здесь такой поворот, остановился. Знаю, что тут пляж. Хотя надо было остановиться на первой избе и приподнять лодку. Фиг знаю, что будет. Может, и уровень воды резко так будет подниматься. Это очень возможно, очень быстро это дело делается. 1,5-2 метра легко может подняться вода. Ну, надеюсь, все нормально будет, не уплывет наша маленькая лодка. Все, ребят, поехали дальше. А что это хири, да? А, то ты. Каны. Кыш. Sa Valentin'le Gangiba. Sija volille tot. Tani Kırgızistan'ı yer. Tänne kerta, jutora. Mıykas kontu ujlende mıy. Sen tatık tane tropası kayı. O ja svajam, blядь, вышли как-то всем, блядь. Sen nie myłeś się po. Sişmem anı. Dukde. Dukde. Sişmem anınmış ya. Abunay. Vaş yapıyor ya zaten. Dukde. Leçan nednen. Motorı cugale. Verme kayne. Tää koti tenat mikäs kuulemme. Kuulem. Et jää võitlema, kuulemme teeb. Me tatsi jogvalı. Kirkasi tegu ove. Tän usim jäi. Vedo kotavalle tein kirsi ja söi oikeas. Karjisas. Mesela çuşkı. Jugane da bu. Жугане. Jugan se dit. Kas vole ne? Völüşte. Görüt blij kupatçısını rakamın kujut kadar. Vurmuşan barında. Чуй, Рахая. китца, утка я, туризм, чуй, Bomboşta başlayacak videoda. я дуя покойся, блядь, мелко гордо так и Ну ладно. Кая, Kaya. şuna ya söyle, блядь, не сипсай. Şöyle demiş tanrı balını. Ой, сипсай. Ну давай.
Лойня? Идете надо сюда вылезти. А, с- Огнатед. О, гуны огна. Ну давай. Пока. Добрые люди уже спилили. Ну, когда спускался, уже тут было спилено. А первый раз, когда поднимался, еще мы проскочили. Перетащил я лодку. Ну вот. Прошли. Ну так, особо страшных заторов практически нету. Уже второй год. Это мелкий такой небольшой заторчик. До хрена воды пришло, до хрена. Ну вот, ребят, мы на месте. Остальное все похнах. Самое главное, мы добрались. И это нас очень-очень радует. Я всегда немножко боюсь того, что вот я очень много в жизни мучился и с этими моторами, с ветерками. Очень тяжело добрался всегда до избы. Очень много раз ломалось мотор. Но Судзуки пока радует. И вот я, ребят, сейчас немножко поснимал товарищей, которые рыбачили и ну, встретились они мне. Короче, у них сломался мотор, порвал вал, в общем, от редуктора или это, который от двигателя идет, ну, в общем, вал сломалась. И за этот сезон, за осенний сезон уже мне встретились 3 лодки, которые... Две лодки встретились, и одна лодка еще. Ну, когда я был дома, пообщались с одним охотником, тоже говорит, я с ним встретился, в принципе, они ехали, но, говорит, мы домой приехали, а у нас редуктор лопнуло, и масло все вытекло. Даже, говорит, мы не поняли, когда это все случилось, но они доехали благополучно. Но мотор все, ремонт, нуждается в ремонте. У них редуктор, все придется менять. Второй случай, когда вот встретились охотники, тоже вплавь шли, редуктор вообще у них полностью выпал, и они не нашли даже, как это получилось. И вот сейчас третьи охотники, которые вот рыбаки, это в принципе рыбаки были,
но и охотники, и рыбаки, но основная задача у них рыбалка была. И у них вал тоже вот поломалась. Вот. Насчет моторки я, наверное, вечером еще с вами поговорю, что как. Ну, в принципе, они ночевали там, где встретились, там была изба. Переночевали и уже веслом будут дальше плыть. Вот такие новости на этой реке, в принципе. Вот у нас палка стоит. Я отмечал, это первый приезд, когда был. И от этой палки еще где-то сантиметров 7 вода падала. А сейчас от этой палки видно, что 20 сантиметров воды пришло. И в эти дни еще будет вода подниматься. Сегодня и завтра будет подниматься. И дальше идут дожди. Это меня вообще идеально радует. Потому что вода нужна. Очень жалко мотора, очень бьет, сколько коряк там проходишь, перепрыгиваешь. Моторы просто умирают на этой реке. И еще полметра пусть вода придет, и я вообще доволен буду. Все, сейчас пойдем на избу. И также буду все постепенно для вас снимать. Так что приятного вам просмотра, ребят. И уже тучи появляются. Может быть, сегодня уже будут дожди. Уже начнутся. Так. Да, сейчас пойдем. Реально уже Тулан начал понимать по-русски. Да, Тулане? Сейчас Сейчас пойдем. Он вообще не может нарадоваться. Он понимает, что снова мы на избе. Снова будем бродить, охотиться. Это его радует. Отметим воду. Уровень воды. Вот. И уже будем знать, будет вода подниматься или падать. Лайман, по пути возьмем что-нибудь. Так, пошли. Вон вперед, вон. Озеро растаяло все. И на лодке все вещи перевезу. Вот так. Пока тут оставлю. Когда уезжали, лед был, миллиметров 7, наверное, толщиной. Все растаяло. Хорошо. Сейчас на лодке потом подъеду. Слышите тишину? Синиц, ничего, никого я не слышу, ни одной птицы нету. Как будто лес. Но уже засыпает, так скажем. Уже лес засыпает, уже готовится к зиме. Вот так вот. Наверное, дятлы останутся зимой там. Сова тут живет. Синицы еще будут. Глисты. И больше никого. Изба стоит. Все хорошо вроде. Да, все класс. Чалам заракерка. Ледь не шатчины. Обычно тут в яме полно воды по осени. Из-за дождей, из-за всего. В первую очередь сегодня будет ремонт трубы. Это в первую очередь. Я даже сейчас затапливать не стану. Я привез болгарку, станция, и всем этим я займусь.
Вот, прям запах деготи вот вообще воняет. Чё за ракерка, лечь. Это, ребят, приветствие. Много раз уже спрашивали, что я говорю. Это я, ребят, всегда прошу здороваюсь и прошу у избы ночлега, чтобы переночевать и отдохнуть. Разрешение, так скажем. Челом зарагерка. Мышеловка сработала. Мышеловка. Неужели мышь тут появился? Не просто так он. Вон, смотри, какой кабан. Какой кабан. С уловом, ребят. Первая добыча. Смотрите. Вот так вот. Я отремонтировал мышеловку. Не зря я тут оставлял. Потому что, блин, мыши, как ни странно, появляются. Уже пару лет их вообще не было. Вот. Ну, как оставляли вещи. В принципе, никого не было. Кто в теме, кто каждую серию смотрит, знает. Тут вторая мышеловка. Ну, надо было вниз. Ну, все равно они лезут туда. Тут у меня солярка, что ли, еще. Тут, видимо, солярка. Соляр. Да и вон там еще я прошлый раз привозил. Солярка с отработкой. Но знаете, блин, как ни крути, когда разжигаешь костер соляркой, как сказать, запах солярки очень воняет. Нехороший запах. Так, перед тем, как перетаскать вещи, я вообще костер разведу и поставлю чайник. Начнем с костра, так скажем. С чашку чая и все остальное. Вон там все вещи у нас. План проверяет. Проверяет все. Руки замерзли, пальцы не слушаются. Kyllä. Nyt on Поршан заканы. Когда потрошил там рябчикова остатки. Остатки вспомнил. Хорошо. Пусть загорается. Вы даже не представляете, как я люблю эту пору, вот именно эту пору, когда пар идет, когда холодно, когда уже мерзнут руки, нету комаров, нету суеты, нету ничего, спокойствие, вот это все. Действительно вот радует. Он загорится сейчас, пока мы сходим за вещами. Думаю, чайник
закипит, заварим и будем пить чай горячий.